Лут, мир ему, защищает своих гостей. Лут сказал: «О народ мой, вот мои дочери, которые чище для вас, чем мужчины». Он пытался направить их к тому, чтобы они вступали в связь со своими женами, которые, согласно религиозному закону, являлись дочерьми Лута, поскольку положение пророка любого народа равносильно положению отца. На это указывается в одном из хадисов, а в Коране сказано: «Пророк ближе к верующим, чем сами они к себе, а его жены являются их матерями». Сура 33, аят 6. По мнению некоторых сподвижников и наших праведных предшественников, Лут действительно был их отцом, и он сказал: «Неужели вы и впредь будете овладевать мужчинами из числа чужеземцев, покидая ваших жен, которых создал для вас ваш Господь? Поистине, вы – люди, приступающие пределы дозволенного». Об этом говорят Муджахид, Саид ибн Джубайр, Ар-Раби ибн Анас, Каттада, Ас-Судди и Мухаммад ибн Исхак, и это верно. Прочие же утверждения ошибочны и заимствованы у людей Писания, которые ошибаются не только в этом, поскольку в их Писании сказано, что ангелов было двое и что они поужинали у Лута. Лут сказал: «Побойтесь же Аллаха и не срамите меня перед моими гостями. Неужели нет среди вас ни одного благоразумного мужа?» Это значит, что он запретил им совершать подобные чудовищные мерзости и засвидетельствовал, что нет среди них ни одного разумного человека и нет ни в ком из них блага, но все они являются глупцами, упорными нечестивцами и неверными, погрязшими в своем невежестве. Среди прочего, ангелы хотели услышать эти слова от Лута, прежде чем спрашивать его об этом. В ответ на веление своего пророка, указавшего им правильный путь, люди его народа, да проклянет их Аллах, сказали: «Тебе известно, что нам не нужны твои дочери, ведь ты знаешь, чего мы хотим». Смысл их слов был таков: «О Лут, тебе известно, что мы не нуждаемся в наших женах, как известно и то, в чем заключается наша цель». Вот какие отвратительные слова эти люди говорили своему благородному посланнику, не убоявшись мощи великого Аллаха, наказание которого мучительно. Вот почему Лут, мир ему, сказал: «Если бы обладал я силой, чтобы одолеть вас, или мог опереться на прочную основу». Лут хотел, чтобы у него была сила или родственники, ибо тогда он мог бы подвергнуть этих людей тому, чего они заслуживали за свои слова. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Мы имеем больше оснований для сомнений, чем Ибрахим, который сказал: Господь мой, покажи мне, как ты оживляешь мертвых». Аллах сказал: «Разве ты не уверовал?» Ибрахим сказал: «Конечно уверовал, но я хочу, чтобы успокоилось сердце мое». Сура 2, аят 260. И да помилует Аллах Лута, поистине он опирался на прочную основу, то есть на всемогущего и великого Аллаха. А если бы я провел в темнице столько же времени, сколько и Юсуф, то ответил бы на призыв. Бухари номер 3372. Сообщается также, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Да окажет Аллах милость Луту, который опирался на прочную основу, то есть на Аллаха, а за любым пророком, которого Аллах посылал после него, следовало множество людей». Ахмад, том 2, страница 332. Хадис с хорошим иснадом. Аллах Всевышний сказал: когда ликующие жители города явились к Луту, он сказал им: «Это мои гости, так не позорьте же меня, и побойтесь Аллаха, и не срамите меня». Они сказали: «Разве не запретили мы тебе оказывать гостеприимство чужеземцам?» Он сказал: «Если вы решили совершить подобное с моими гостями, то вот мои дочери, лучше женитесь на них». В этих аятах сообщается, что Лут велел им искать близости с их женами и предупредил, что они должны изменить свой образ жизни и перестать творить дурное. Однако эти люди продолжали стоять на своем и не образумились. Более того, всякий раз, когда Лут запрещал им творить дурное, они еще настойчивее домогались его гостей, не ведая о том, что уже скоро должно было их постигнуть. Вот почему Аллах Всевышний поклялся жизнью своего пророка Мухаммада, сказав:
Клянусь твоей жизнью, они блуждали в своем опьянении, не ведая, что их ждет.